Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Гайсина Лира Альбертовна. Я являюсь доктором биологических наук, научным руководителем естественно-географического факультета. И я возглавляю предметную комиссию по биологии. То есть я буду как бы тем человеком, который будет оценивать ваши вступительные испытания по биологии. Но для того, чтобы вам было более понятно, как будет проходить экзамен по биологии, я подготовила небольшую презентацию. Но все правила, которые касаются приема, они у нас представлены на сайте вуза. И там представлены значит, программы вступительных испытаний. Но я хочу вам напомнить, что наши вступительные испытания пройдут в форме теста. То есть вам дается 60 минут, за которые вы должны будете ответить на 25 тестовых заданий, которые будут оцениваться по 100-бальной шкале. Балл выставляется за верно выполненные задания. Но в связи с коронавирусом в этом году у нас, значит, вступительные испытания будут проводиться с использованием дистанционных технологий. Для того, чтобы успешно сдать вступительные испытания, вы должны показать свои знания по 5 глобальным темам. Это ботаника, зоология, человек и его здоровье, общая биология, генетика и экология. Все вступительные испытания, вопросы тестов составлены в полном соответствии с требованиями школьной программы. То есть здесь ничего лишнего мы с вас спрашивать не будем. Поэтому для подготовки вы можете использовать школьные учебники, можете использовать различные пособия, в которых дается объяснение, значит, основных разделов биологии, и любую другую дополнительную литературу. Но хочу сказать, что тестовые задания у нас имеют вот такой вид. Это будет 4 вопроса, значит, из которых вы должны выбрать только один правильный ответ. То есть здесь не будет множественного выбора, что упрощает вашу задачу. Ну, посмотрите, это пример вопроса по ботанике. Высшие растения отличаются от низших по каким признакам? Расчленением тела на органы, наличием талома, вегетативным размножением или размножением спорами. Ну, я надеюсь, что вы все прекрасно освоили школьную программу, поэтому вопрос достаточно простой. То есть какой правильный ответ? То есть отличаются они расчленением тела на органы. Следующий пример тестового задания уже из курса зоологии. Вот такой вопрос. Коралловые рифы образуются в результате жизнедеятельности кишечно-полостных, простейших, бурых водорослей или моллюсков. Но какой у нас правильный ответ? Правильно, это кишечно-полостных. Следующий пример – это из курса «Человек и его здоровье». Недостаток кальция и фосфора наблюдается в костях детей. При каких заболеваниях? У часто болеющих гриппом, у перенесших корь, у страдающих рахитом или страдающих малокровием. Но мы с вами знаем, что обычно это связано с каким заболеванием? Да, с рахитом. То есть третий ответ будет верным. Следующий, значит, у нас вопрос из курса генетики. Каковы генотипы родителей при дигибридном анализирующем скрещивании? Ну, вспомним, для чего у нас проводится анализирующее скрещивание. Оно как раз проводится для того, чтобы узнать генотип родителей. И мы скрещиваем обычно с каким организмом? С гомозиготным по рецессиву. Да? И вот посмотрите, у нас правильный ответ. Это какой? Это выделенным жирным шрифтом под номером 2. Следующий вопрос из
курс из раздела «Экология». Конкурентные отношения в биоценозе возникают между хищниками и жертвами, паразитами и хозяевами, продуцентами и консументами или видами со сходными потребностями. Ну, из школьного курса мы с вами знаем, что наиболее острая борьба как раз возникает с теми видами, которые нуждаются в одном и том же, в тех же ресурсах, поэтому правильный ответ – это последний, да, это между видами со сходными потребностями. Ну, уважаемые абитуриенты, я вас всех приглашаю на наши вступительные испытания. Желаю вам успехов. Надеюсь, что вы успешно их преодолеете и станете студентами нашего университета. Всего хорошего!